Здравствуйте, дорогие туркменстанцы! Сегодня 3 сентября 2021 года. Я, Мурат Курбанов, снова в эфире. Я сейчас веду эфир с миграционной службы Стамбула, то есть меня в аэропорту задержали, и я нахожусь в комнате миграционной службы. Ну, как бы задержание или содержание специальное. Вот я вам покажу, вот мой чемодан, смотрите, я нахожусь в этой комнате. Как я здесь оказался? Давайте я вам расскажу. Значит, я вылетел специально 2 сентября вечером в Стамбул для встречи с людьми и для своей активной деятельности. И здесь на границе меня задержали и сказали, что я попал в черный список. Никто ничего не объясняет, естественно, я прошел все процедуры, там фотография как террорист, там пальцы и так далее, и так далее. Они говорят, что в Анкаре это было решено, и они ничего не могут сделать и сказать ничего не могут. Ну, я догадываюсь, о чем идет речь. Я пытался объяснить, что я приехал в прокуратуру, узнать, как идут дела, развиваются дела по моему заявлению на мое покушение и так далее. Тем не менее, я их понимаю, они ничего не могут ответить, поэтому идут процедуры. Вот. Меня завтра, то есть 3 сентября сегодня, должны послать обратно во Францию. Я попросился вылететь в другие страны, но, к сожалению, не пускают. Сказали только туда. Завтра адвокаты начнут работать по этому делу. Я считаю, что это незаконно, потому что я не нарушал никакие административные законы, никакие законы Турции. И если я выступаю против незаконного правительства и руководителя правительства Туркменистана, бандита Бердымухамедова, это не значит, что я выступаю против Турции. Естественно, эти вопросы были согласованы на уровне первых лиц, чтобы я попал вот на это запрещение въезда в Турцию. Мы постараемся с адвокатами подать в суд, миграционную службу в ближайшее время. И если я проиграю эти суды в Турции, то есть я пройду первоначальные процедуры, я продолжу эти суды в Европе. Вот. Для чего я выступаю? Вы знаете, коррупционная схема Бердымухамедова, она всегда делается скрытно и тихо. Надо всегда это показывать всему миру и бороться открыто. Только так мы можем победить диктатуру. Потому что вот очень многие наши туркменистанцы мне звонят и говорят, вот у меня такая проблема, помоги. Но вы не говорите обо мне, не о моей дочке вот, и так далее, чтобы нас не таскали. А как решить эту проблему, если никому не говорить? Обязательно узнают. Поэтому вот мы должны понять одно. Мы хотим сами себе помочь, мы должны открыто это делать, не бояться никого. Да, нас и побьют на протестах, нас и убьют, нас и будут таскать, нас и будут незаконно что-то делать. Надо уметь себя защищать и надо стоять до конца. Только так мы сможем победить. Другого пути нету. Потому что мы против кого боремся? Против бандитов. А против бандитов, если нас бьют в толпе, и потом приходят, спрашивают, что случилось, мы молчим, никто нам не поможет. Поэтому надо открыто говорить. Мы закона не нарушали. Я сегодня репортаж веду из миграционной службы, то есть комнаты задержания миграционной службы Турции в аэропорту Стамбула. Это не значит, что я нарушаю законы. Я говорю всему миру, что со мной случилось. Меня незаконно задерживают, меня незаконно не впускают на территорию Турции. Я не нарушал никакие законы Турции, ни административные, ни законы Турции. Меня отправляют обратно во Францию. Я буду отстаивать свои права в законном порядке. Поэтому я этим своим выступлением хочу, чтобы весь мир услышал, что я буду отстаивать свои права, как положено, и я считаю, что я не виновен, и они не имеют права меня задерживать посещение Турции. Вот для этого я и выступаю. И вам советую, нашим гражданам Туркменистана, в Туркменистане или за пределами, если вы хотите что-то отстаивать, не бойтесь, говорите как есть, только так мы можем победить. Смотрите, каждый день умирают от 300 до 600 человек в Туркменистане от коронавируса.
Поверь, только в одном атрапе Саят умерло за один день 62 человека. То есть люди умирают и молчат, и тихо уходят, уносят свои беззаконные истории, то есть как к ним государство относилось беззаконно, с собой. Зачем? Зачем этот героический подвиг? Мы должны говорить, что произошло. Мы должны показать всему миру, что происходит. В этом случае нам помогут. В другом случае никто нам не поможет. Мы не сможем отстоять свои права. Поэтому все, кто мне жалуются, я вас в первую очередь прошу, я скину на днях все адреса e-mail всех этих международных организаций. Пишите без остановок, говорите. В ИМО будут раздаваться листовки в ближайшее время. Пожалуйста, раздавайте эти видео, листовки. Весь мир должен знать, что происходит в Туркменистане. Весь мир. Если вы не можете выступить, тогда распространяйте видео, кто выступает, чтобы мы были услышаны везде и чтобы нам помогли. Поэтому ничего бояться не надо, пускай диктатор нас боится всегда. Он уже боится, он уже лично занимается ДВТ и господином Курбановым. Но это не остановит наше движение. Мы будем только идти вперед. Поэтому только вперед, Туркменистан. Спасибо. До свидания.